Кыргыз Республикасынын мамлекеттик символдору жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору экинчи окууга киргизилет. Законопроект об изменении государственного флага был принят депутатами Жогорку Кеңеша во втором и третьем чтениях. Төрага Жогорку Кеңеша Нурланбек Шакиев поздравил всех с этим событием. Макул 59, каршы 5, бар 64 катталды 79. Урматтуу депутаттар, аталган мыйзам долбоору 3-чү окууда кабыл алынды. Урматтуу депутаттар, сиздердин баарыңыздарды мамлекеттик туунун оңдолушу менен куттуктайм. Бул эч кандай өзгөртүү эмес, бул оңдолуу. Согласно проекту, по изменению флага перекладина тундуки станет на одну больше. На нынешнем госфлаге насчитывается по 3 перекладины с 2 сторон. В новом варианте их будет по 4. Президент Садыр Жапаров объяснил, почему было принято решение увеличить чамгараки. Один из знаменитых санджирачи говорил, что тундук на нашем флаге неправильный, поскольку на нем изображен чамгарах с 3 прутьями. А такой тундук устанавливается в плохие, несчастливые дни. Установленная в хорошие дни юрта носит по 5-6 прутьев в чамгараке, или по крайней мере 4. Этот обычай и сейчас продолжается. Тюрколог Кадырайлы Конкобаев прокомментировал изменение волнистых лучей солнца на прямые. По его словам, обновленный вариант флага с прямыми лучами солнца будет правильным, нежели нынешний. Предлагаемый президентом и Жогорку Кеңешем вариант, мне кажется, наиболее правильный. То, что произошло ошибочное представление относительно луча. Все остальное правильно, и депутат правильно, некоторые говорят, но исправить надо было. Я думаю, что это правильная позиция, и человек должен всегда исправляться. При выдвижении проекта о внесении изменений в флаг отмечалось, что изогнутые лучи солнца могли восприниматься людьми как изображение подсолнуха. Глава государства рассказал, что во время его рабочих визитов в другие страны иностранные делегаты, судя по флагу, предполагали, что Кыргызстан – это аграрная страна, где в основном выращивают эту масленичную культуру. Выпрямление лучей, по мнению историка Саламата Малабаева, должно избавить от таких ошибочных заблуждений. В принципе, то, что сейчас поменяли, да, конечно, похоже немного на то, что лучи солнца появились. Поэтому отношусь к этому с пониманием. Если они изменили, конечно, тогда получается, что похоже на лучи солнца тогда, сейчас настоящий флаг. Инициативу, в принципе, одобряем. Напомним, идея изменить флаг принадлежит президенту Садыру Джапарову. Глава государства на прошедшем Курултае также прокомментировал вопрос о расходах, которые повлечет за собой изменение флага. Он рассказал, что флаги поменяются только в посольствах и диппредставительствах, а также в министерствах и ведомствах. А все виды официальных документов с изображением государственного флага образца 1992 года будут действительны до окончания срока их действия. Сеймах Мусаев, Асхар Маратов, ЛТР, Бишкек.